Масленица, до XVI века языческая Комоедица, один из древнейших праздников религии друидов, ну или волхвов, как их еще называли. Прежде Комоедица – это великий древнеславянский языческий двухнедельный праздник торжественной встречи весны и начала древнеславянского Нового года в день весеннего равноденствия. Этим днем отмечался переход к весенним земледельческим работам. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжалось неделю после. После принятия на Руси христианства древний языческий славянский праздник Комоедицы, великий праздник весны священный, приходящий в день весеннего равноденствия, попадал на время проведения православного Великого Поста, когда всякие веселые празднества и игрища церковью запрещались, а то и карались. После долгой борьбы церковников с языческим славянским праздником он был включен в православные праздники под названием «Сырная мясопустная седмица», предшествующая 7 неделям Великого Поста. Таким образом, праздник переместился ближе к началу года и утратил связь с астрономическим событием – днем весеннего равноденствия, днем прихода языческой весны священной. Это разорвало его сакральную связь с ранее традиционной у славян религией волхвов, в которой именно дни зимнего – самая долгая ночь в году, и летнего – самый длинный день в году, солнцестояние, и весеннего – день удлиняется и становится равным ночи, и осеннего – день укорачивается и становится равным ночи, равноденствие, были самыми великими и самыми священными праздниками. В народе трансформированный на церковный лад праздник получил название Масленица и продолжал праздноваться с прежним языческим размахом. В начале XVIII века любитель пиров и праздников Петр I, хорошо знакомый с веселыми европейскими масленичными обрядами, своими царскими установлениями ввел в России обязательное всеобщее празднование народной Масленицы на традиционный европейский манер. Масленица превратилась в светский праздник, сопровождающийся нескончаемыми веселыми игрищами, катаниями с горок, состязаниями с призами. Собственно, с Петровского времени и появилась наша нынешняя народная Масленица с веселыми карнавальными шествиями ряженых, развлечениями, балаганами, бесконечными шутками и гуляньями.